О событиях, происходивших в начале XX века, революции и гражданской войне, в частности, мы узнаем не только из официальных документов, но и из истории героев, живших тогда, память о которых пережила и время, и не одно поколение людей. Одну такую историю мы расскажем сегодня. Далаковский бой – один из самых эпичных и трагических эпизодов в истории ингушского народа, когда против армии белогвардейцев, хорошо вооруженной и обмундированной, сражалось небольшое количество сельских жителей. Несмотря на неравные силы, защитники Далакова смогли отстоять родное село. Среди тех, кто возглавил Красную Сотню, был и Хакяш Дахкильгов, человек далекий от военного дела, но верящий, что с приходом нового советского режима жить станет легче. Дахкильгов Хакяш Заурбекович родился в 1864 году в селении Далаково. С детских лет он занимался сельскохозяйственным трудом, помогал своим родителям. И когда советская власть говорила лозунги «Землю крестьянам», «Власти рабочим», ему казались эти лозунги очень подходящими нашему народу, потому как по адатам у нас не было разделения на классы, на сословие. И это равенство, которое пропагандировала советская власть на Северном Кавказе, оно очень подходило многим, и поэтому в Ингушетии практически все были за советскую власть. Когда белогвардейцы пришли в село Далаково и поставили ультиматум, Красная Сотня под командованием Дахкильгова не согласилась с их условиями и вступила с ними в бой. И в развязавшемся бою, который длился несколько дней, Дахкильгов Хакяш умер. Но стоит также отметить то, что в 1918 году усилиями сотни Дахкильгова Хакяша был подавлен мятеж белоказаков и белогвардейцев в городе Владикавказ. И то захваченное оружие очень помогло в дальнейшем, потому как инвентаря военного не хватало, потому как красная власть, которая только зарождалась, ей приходилось буквально всеми силами отвоевывать себе место под солнцем. Заслуга Хакяша Дахкильгова в победе Красного движения в Ингушетии, да и на Северном Кавказе, конечно, высока. Личность Дахкильгова Хакяша является очень известной. Также есть одна версия о том, как складывался Далаковский бой. Говорят, что он был одет в красную черкеску, и он был на белом коне, что, конечно, белогвардейцам очень не понравилось. И после того, как они его убили, они сожгли его тело на костре. Дело жизни Хакяша Дахкильгова продолжил его сын Ахмед. Он не только боролся за советскую власть на поле битвы плечом к плечу с отцом, но и после ее установления много трудился. Он был директором зоотехникума, а также был одним из руководителей газеты «Сердало» в лучший ее период, поддерживал советскую власть, также был под опалой сталинских репрессий. К сожалению, жизни отца и сына сложились по-разному, но все они внесли вклад в установление советской власти и процветание социализма и строительство коммунизма. В Музее краеведения имени Тогана Мальсагова есть отдельная папка с документами на Хакяша и его сына Ахмеда Дахкильговых, в которой собран большой материал, связанный с военной и рабочей деятельностью и Хакяша, и Ахмеда. Очень интересные материалы, собранные о зоотехникуме, о том, что наши земляки учились, несмотря на сложный политический период, связанный со сталинскими репрессиями. Все работали, не покладая рук, все помогали строить нашу республику. А также очень много личных материалов, наградные листы, документы. Хакяш Заурбекович Дахкильгов был обычным тружеником, которому в трудный момент пришлось взять в руки оружие и возглавить свой небольшой отряд. О чем думал он в тот момент, как сражался, мы можем только гадать. Но то, что это был мужественный и смелый человек, нет сомнений. Поскольку только настоящий народный герой может сражаться с противником, превосходящим его по численности, чтобы спасти родное село. Наша задача – сохранить память о нем и передать ее следующему поколению.